Всем здравствуйте, дамы и господа. Уважаемые гости, я имам Сердар, гражданин Афганистана, приехал из Турции. Не понимаем, с какой целью власти Турции начали вылавливать всех наших граждан. Даже если у них документы, и они пропадают. То есть не просто там у них визы нет, иммигранты там слетаются, у них есть даже документы, люди пропадают. Их вылавливают. Пересечение дороги, выхода с метро, на эскалаторе, на остановках, чтобы как-то выяснить вообще ситуацию, что происходит, потому что некоторые, даже есть такие у нас, как сказать, правозащитные организации, как Хельсинский фонд, из которых пропадают люди. Надеялся, что они тоже будут присутствовать. Смело хотел бы задать вопрос, куда одеваются люди, зачем они спрашивают документы, паспорта, людей, потому что такой, как Фархад Мимаркулиев, этот Хельсинский фонд, я бы хотел бы спросить. Те люди, которые им поверили, скидывали информацию, да, они имеют проблему. Вот на просторных интернетах увидел Виталий Пономарев. Он не гражданин Туркменистана. Он не знает даже внутренних проблем. В целом, хотел бы обратиться ко всем организациям и правозащитам. Пожалуйста, давайте правильно вести эту идеологию, эту политику. Я обнадежен, я опасен людей, таких правозащитников, которые собирают информацию. Также и Виталий Пономарев, из-за него люди страдают. Из-за него правоохранительные органы рассказывают. То есть получается в конце коротко, они только дают в руки права этим недоверным диктаторам, которых потом ни слуха, ни духа пропадают. Всем спасибо огромное за внимание. Благодарю за внимание. Вы имеете конкретные фамилии людей, которые пропали? Мимаркулиев пропал, который помогает протягивать Азат Асаков. Это Дирилиш Туркмен, который страдает. Очень много сотен людей на пространстве интернета, ютуба, недружелюбные, а вот эти махинации, которые скачивают только информацию, никаких благ, никакой помощи нет от этих организаций. Спасибо.